Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на мужчину. И мы с вами посмотрим его мысли, его чувства и его действия. Если тема вам интересна, пожалуйста, представьте мужчину, загадайте на него, назовите его по имени, мысленно либо вслух, задайте ему вопрос. Мой дорогой, что ты ко мне чувствуешь, что ты обо мне думаешь и что делать будешь. Да? Вот все очень просто. Мысленно либо вслух проговорите свой вопрос и представляйте, что вы обращаетесь к нему. Так, мои хорошие, загадывайте и давайте посмотрим. Мысли, чувства, действия. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, сколько у него тут стрелок и мечей. Мои хорошие, сразу скажу по чувствам. Этот мужчина вас любит. Тот, кого вы загадали, он вас любит. У кого-то прям влюбленность уже в высшей степени, у кого-то прям уже сформированная любовь. Любит, дорожит, ценит. Вы для него очень важны, вы для него мега важны, самая важная женщина. И сердце его преисполнено нежностью, преисполнено страстями, преисполнено каким-то особым отношением к вам. Вот, знаете, готов носить на руках. Клянусь, что буду носить на руках. Любит, либо по уши влюблен. Хотя, в принципе, это одно и то же. Это сразу я вам говорю. Здесь у него рыбки показаны, причем рыбки плещутся, да, все хорошо. А вот мысли мне его не нравятся. И сейчас я объясню, почему. Очень много мыслей, мысли острые, как ножи. Мужчина что-то от вас скрывает, либо очень хочет что-то от вас спрятать и скрыть. Есть какая-то тайна, есть какой-то секрет, о чем он не может вам сказать. Либо он считает, что он должен сделать все для того, чтобы вы о чем-то не узнали. Прям, знаете, закрыл все этими мечами. Не могу понять, что это. Что это? А я карты возьму. Все равно все узнаем. Что-то прячет, скрывает, боится, что вы что-то узнаете. Здесь именно страх, что вы узнаете. Вот. Сейчас надо посмотреть, что он прячет. Что он от вас прячет, что он от вас скрывает. Боится, что вы узнаете, да? О чем он думает, чего боится. Страх. В чем его страх? В чем его... Ой, девочки. Подставился, проблемы, неудачи. Везения нет, друзья какие-то ненадежные. На что-то надеялся, на что-то загадывал, к чему-то стремился, а получил горы. Беды, проблемы получил. Тут, судя по всему, с успехом и с деньгами связано. Может быть, допустим, да, давайте как пример. Возможно, этот мужчина представился вам, вот вы недавно познакомились, вы общаетесь, вы встречаетесь, и он себя выдает за успешного бизнесмена. А на самом деле этот мужчина, он обычный сотрудник там, какой-то рядовой фирмы. Либо мужчина, может, и бизнесом занимается, но его бизнес настолько мелкий, что там особой прибыли нет. Да? У кого-то так отыграется. И он очень боится, что вы всю правду про него узнаете. Узнаете, что он неуспешный, узнаете, что у него денег мало. Узнаете, что он, например, там, не владеет квартирой, там, машину в аренду взял, либо у друга попросил, об этом хочет скрыть. У кого-то отыграется, что мужчина, допустим, да, вам там обещал, что вот я сейчас там проект закрою, денежку получу, мы с тобой там гулять, отдыхать, там на море поедем, там, либо что-то тебе купим. Вот, а его подставили, вот не повезло, подставили, обманули, какие-то потери у него пошли, да, что ни денег,
неуважения, ничего нет. И как вам это все рассказать? Да, а вы ведь ждете, он же обещал, как ему выбраться из этой ситуации. Но не хочется дурно выглядеть в ваших глазах. Он скрывает свою какую-то несостоятельность, потери, проблемы и неудачи в деньгах. Вот что он от вас скрывает. Любой ценой готов скрыть. Даже вот будете его пытать, самые жуткие пытки, он все равно не признается. Быть в ваших глазах неудачником для него равно, не знаю, там смерть, да? Равно забвение навсегда. Ну, странный, конечно, глупенький. Может быть, действительно он верит, что вы его полюбили, потому что он такой супер успешный, да? Может быть, ему хочется быть в ваших глазах таким супер успешным. Но это как бы глупо, это по-детски, да. У всех бывают проблемы. Главное, даже не успешный человек, а человек, который умеет справляться с проблемами, да, который учится на своем опыте. И через эти терни он идет к звездам. А ваш, видите, как сразу сдулся, сразу скрывать, сразу прятать. Ему неприятно вас обманывать, но другого варианта он не видит. Ну нет, это проблемы, там, я думала, мало ли там что-то, женщины какие-то, нет. Ну вот буквально, да, ему денег не хватает, у него проблемы, денег не хватает на подарки, на развлечения и на выполнение своих слов, обещаний. Вот и все. Вот и все. Может быть, даже он ведет себя очень странно в последнее время. И то, что он вам сейчас дарит, то, что он вам сейчас приносит, это на занятые деньги, либо вообще кредитные какие-то деньги. Он верит в то, что он справится со своей проблемой, но на это время надо, да? А за вами ухаживать нужно сейчас, да? Либо держать свое слово нужно сейчас. Так, что еще он от вас скрывает? Что еще он от вас прячет? Что он прячет? Что он прячет? Про любовь свою не говорит. Он вам не говорит о тех настоящих чувствах, которые он испытывает. Видите, кругами ходит, такими витиеватыми путями ходит, а про любовь не говорит. Вот настоящие те чувства, которые его переполняют, он вам о них не говорит. Давайте посмотрим, почему не говорит. Почему? Боится, что вы там смеяться над ним будете, посчитаете, что он слишком глупенький, там, слишком романтичный. Ой, еще боится, что он в какую-то зависимость от вас попадет, что вы этим пользоваться будете. Какие-то глупости. Почему он так думает? Семейный опыт. Понятно. Слушайте, ну тут не надо его осуждать. Это у него на подсознании лежит. Скорее всего, в его семье, либо какие-то родственники, может быть, знакомые. Он видел, когда мужчина любит, открывается женщине, вот всю свою любовь дает, показывает, а женщина потом этим пользуется, да, издевается над мужчиной, чувствует свое превосходство и мучает мужчину. Вот. И у него это на подсознании, на подкорке, и поэтому он не может вам все рассказать про свою любовь, про все те прекрасные чувства, которые он к вам испытывает. Опыт, семейный опыт, либо вот что-то у него было в жизни, на глазах его происходило. Ах, какой непростой мужчина. Вот я не могу сказать, что он плохой, и я не могу сказать, что он хороший. Скорее всего, он какой-то, знаете, между мирами находится, между мирами. Возможно, да, детство какое-то непростое было, либо пример какой-то непростой перед глазами, может быть, из-за этого. Возможно, это новые отношения, возможно, все еще впереди, да. Возможно, мужчина еще не расслабился в отношениях, напряженно себя ощущает. Но многое скрывает, многое. И очень боится, что вы правду узнаете. Очень панически боится, что вы правду узнаете. Странно, конечно. Ну, что есть, то есть. Вы уже все узнали, да? Девочки, кто знает правду, у того все ключи от всех дверей. Теперь вы можете напрямую в лоб его спросить, да? Вы можете его отговорить, например, брать кредиты, жить в долг. Вы можете ему свою помощь предложить, да? Вот скажи, что у тебя случилось, я помогу тебе, дам совет. Много чего можете. Вы много чего можете. Вы на него какое-то колоссальное влияние оказываете, и он не может противостоять этому влиянию. Как-то вы на него смотрите, что он готов прям, не знаю, душу отдать в эти моменты.
какой-то у вас либо природный такой взгляд, да, от вас это не зависит, вы просто всегда на всех так смотрите, либо вот на него вы так смотрите, либо смотреть так умеете, научились, да, вот как видите насквозь. За этот взгляд он готов все отдать, самого себя продать готов. Да, посмотрите своей короночкой на него, и он вам все расскажет. Просто надо понимать, где искать, да, о чем спрашивать. Но теперь вы знаете все. Если вы подозревали, что у него какие-то женщины, что он там гуляет, что у него там кто-то есть на стороне, нет, никого нет. Есть только проблемы с деньгами. Вот. Я не знаю, как это, равнозначные или неравнозначные вещи для вас. Ну, нет, проблемы с деньгами он, конечно, решит. Соперниц никаких у вас нет. Просто нет. Нет, он бы не потянул сразу столько женщин. С такими проблемами 100% нет. Тем более, зачем ему другие женщины, если он так сильно вас любит. Вот первое, что он показал, это любовь к вам. А дальше мысли старался прятать. Так, что у него в действиях? Ну, действия тут неоднозначные. Опять же, мужчины разные, действия будут разные. И из-за вот этого безденежья, да, деньги закончились, денег нет. Либо мужчина на какое-то время пропадет, но потому что стыдно смотреть вам в глаза. А что он сделает? Денег нет, да, подарок вам не купишь, цветы не купишь, в ресторан вас не поведешь. Как жаловаться на то, что я такой неудачник, он тут все усилия прикладывает, чтобы это скрыть. Скорее всего, он сделает вид, что он куда-то уехал, да, либо он по работе где-то очень сильно занят, и у него, ну вот, нет времени, либо будет предлагать вам общаться по телефону в интернете. Это один вариант. И второй вариант: мужчина пойдет во все тяжкие, он займет деньги у кого-то, либо в кредит опять в очередной влезет, и начнет занятые деньги тратить на вас, покупать ему какие-то дорогие вещи, подарки, водить вас по ресторанам, да, отдых какой-то оплатит. Ну, глупить начнет. Хотя первый вариант уже не самый умный. Ну, умным было бы прийти к вам и раскаяться, да, все объяснить, все рассказать. Это умный вариант. Это человек, который себе доверяет и вам доверяет. У мужчины, у которого вы загадали, такого варианта нет перед глазами. У него другие варианты. Либо спрятаться, молчать, притворяться супербизи, занятым, либо пойти во все тяжкие, наделать долгов, кредитов, и потом будет что будет, да? Лишь бы вот вас веселить, лишь бы вас с собой рядом видеть, да? Лишь бы видеть, что вы довольны, что вы улыбаетесь. Но отчаянный мужик, отчаянные поступки, отчаянные решения. Жалко, прям жалко его, да и вас тоже жалко. Давайте посмотрим, как вам поступить. Как вам поступить? Вообще, стоит ли с этим мужчиной что-то иметь, да? Но потому что секреты тайны, они ведь никогда ни к чему хорошему не приводят. А безумные поступки и того хуже, да? Ай, тяжело. Правду говорят, что любовь мужчин дурачками делает, да? Как вам поступить? Что делать вам? Что делать вам? Вам нужно этого мужчину как-то проучить. Да, проучить. Вы должны обозначить, что вы все знаете и что вы им очень недовольны. Вам нужно его проучить. Проучить не в том плане, что вы скажете: вот я все знаю, ты неудачник, у тебя денег нет, а в плане того, что вот ты мне не доверяешь, ты от меня скрываешь, значит, ты не готов к серьезным отношениям. Как я могу с тобой серьезные отношения строить, если ты от меня скрываешь важные вещи? А допустим, если это ваш муж, да, если вы поженились, и он там кредиты делает, а потом отдавать-то вдвоем нужно, да? Это ужас, это ужас. Это хорошо, что он в себя верит, что он заработает. А если не получится, не дай бог, что тогда? Страшно. Надо его вам как-то проучить и вот четко ему разложить, что если бы ты поступил правильно, то все бы было хорошо. А поскольку ты поступаешь неправильно, то есть ты мне не доверяешь, я вот так и так, да, я тебя накажу, я тебя проучу. Девочки, придумайте сами. Вот мне идет для него самое страшное, это то, что он лишится вас, то, что вы на какое-то время его к себе не будете подпускать, либо не будете с ним контактировать. Вот для него это самое страшное. Но вы, девочки, умные, лисички, да?
Вы знаете, на что воздействовать. Вы этого мужчину уже понимаете, вы его раскусили. Вы знаете, что ему болит. Но вы точно должны сказать, что вы про него все знаете. Так, мои хорошие, берегите себя. Мудрости вам желаю. И желаю, чтобы вы принимали правильные решения. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.